Я желаю вам успехов, и чтобы лучшие из вас, самые быстро управляемые, хорошо знающие правила дорожного движения леди, стала действительно автоледи Чеченской Республики. Слова напутствия и пара полезных советов по правилам дорожного движения. Последнее, несмотря на довольно приличный водительский стаж, для участниц важнее всего, так как сейчас, перед стартом, верх над всем берет волнение. Автоледи Чеченской Республики 2012 – это своего рода отборочный тур, организованный региональным отделением ДСАФ и Комитетом правительства по делам молодежи. Победительница этого конкурса будет представлять республику на всероссийском первенстве, которое пройдет в Таганроге. Ну а получить звание лучшей не очень-то и просто. Делаем змейку. А самым сложным что является? Самым сложным для меня вот кольцо и там кирпич такой. Уже несколько лет девушка ни на день не расстается со своим железным конем. Однако даже такому заядлому автолюбителю, как Лиза, за максимально короткое время одолеть змейку, успеть заехать в 3 бокса и совершить круг оказалось сложным заданием. Когда каждая секунда на счету, некоторые участницы забывают маршрут, но, вспомнив, приходится вернуться и пройти этап. Таковы правила конкурса. Победителей определяли временными показателями. В итоге 3-е место закрепилось за Шалинским районом. 2-е заняла участница из Грозного, а абсолютным лидером с результатом 1 минута 52 секунды стала Кадрия Шапиева из Шелковского района. Волнение было. Из-за этого, чуть-чуть было на зигзаге проехала. Надо было по прямой проехать. Я проехала 2-м разом по зигзагу. А так, в принципе, сложного ничего так. Всем участницам конкурса были вручены почетные грамоты и цветы, ну а призеры получили бытовую технику. Несмотря на их безупречные автонавыки, все они леди, и эти подарки куда нужнее в хозяйстве. Милана Манаева, Юсуп Забараев, Джамал Хаджалиев. Новости.